Выполняем самое первое задание, которое будет на экзамене натурализации. Помним, что такой экзамен проходят те, которые получают гражданство в порядке натурализации, которым еще не исполнилось 65 лет. Если вам уже 65, у вас будет другой экзамен, о котором есть в другом видео. Ну что, самое первое задание – это там, где нужно слушать и выбирать картинку. Мы с вами задание выполняем в специальном таком тренажере для того, чтобы потренироваться, который нам предоставила ПМЛП. Спасибо им. Там есть, по крайней мере, 3 варианта. Возможно, они в какой-то момент добавляют. Сейчас мы попробуем такой первый основной вариант, чтобы вы убедились, что вы все прекрасно понимаете. Значит, самое первое задание, я больше чем уверена, у вас будет 100% попадание. Значит так, нужно izlasīt jautājumus un apskatīt zīmējumus. То есть, вот он вопрос, и вот у нас картиночки. Ну, давайте прочитаем вопрос. Kas vēl ir jānopērk? Что еще надо купить? На экзамене вы не будете делать это задание на компьютере, вы будете это делать задание на листочке, поэтому, как вы видите, здесь немножко гаром взаимоуплыло. Ничего такого не будет на экзамене. Да, вот оно пошло на Л. Kas vēl ir jānopērk? Что еще надо купить? Какие у нас варианты? Olas, gaļa, ogas. Я думаю, что все 3 слова вы прекрасно поняли. Если нет, ну так вот же картинки. Слушаем. Pirmais jautājums. Kas vēl ir jānopērk? Kādi produkti vēl ir vajadzīgi? It kā viss gaļas salātiem mums ir. Bet olas? Pareizi, nopērc kādas 10. Поняли? Kādi vēl produkti ir jānopērk? It kā viss gaļas salātiem mums ir. Как бы все для мясного салата у нас есть. Bet olas, а яйца? Угу. Давайте еще разочек послушаем, чтобы закрепить наше понимание. Pirmais jautājums. Kas vēl ir jānopērk? Kādi produkti vēl ir vajadzīgi? It kā viss gaļas salātiem mums ir. Bet olas? Pareizi, nopērc kādas 10. Угу. То есть в самом конце, когда она сказала bet olas, ответ был pareizi nopērc kādas 10. Ну, купи десяток. Следующее. Cik liela ir soda nauda? Насколько большой штраф? Сода nauda – это штраф. И вот у нас, смотрите, квитанции. Сода kvīts 20 eiro, 50 eiro, 12 eiro. Слушаем. Otrais jautājums. Cik liela ir soda nauda? Jūsu biļeti lūdzu. Esmu pazaudējusi. Jāmaksā sods 20 eiro. Tik dārgi. Biļete tikai 5,50 eiro. Nevajag pazaudēt. Вот такая реальность. Потеряла билетик, да? Esmu pazaudējusi. Слышите, она сказала. Ну так какой же был соц? Я думаю, вы тоже прекрасно расслышали 20 евро. Да, кстати, когда вы будете выполнять здесь, то нужно вот отмечать, просто кликать. У нас здесь были olas, здесь у нас 20 eiro. Идем дальше. В принципе, мы могли бы послушать еще раз, но я думаю, все прекрасно поняли. Или хотите еще разочек? Ну, давайте. Потому что на экзамене вы прослушаете дважды. Даже такое простое задание у вас будет дважды. Ну, чтобы четко, правильно сориентироваться. Otrais jautājums. Cik liela ir soda nauda? Jūsu biļeti lūdzu. Esmu pazaudējusi. Jāmaksā sods 20 eiro. Tik dārgi. Biļete tikai 5,50 eiro. Nevajag pazaudēt. Ну вот, в конце он говорит nevajag pazaudēt. Не надо терять. Cik os brauks uz upes ciemu? Во сколько поедет в upes ciems? И вот у нас есть варианты. Давайте их проговорим, чтобы четко понимать. Это, кстати, самый легкий способ не ошибиться в такого типа заданий. Когда у вас, например, циферки, и вы тогда ориентируетесь. То есть либо 10, 45, 9, 30, 8, 15. Ну и послушаем, что из этого было. Здесь, конечно, самый легкий вариант, когда у нас и часы все отличаются, и минуты все отличаются. То есть даже если вы вдруг не расслышали там 10, но расслышали 45, ну тогда это вот здесь. Слушаем. Дважды сразу, правда? Давайте. Trešais jautājums. Cikos brauks uz upes ciemu? Kā varu aizbraukt uz upes ciemu? Ir 4 autobusi. 8:15, 9:30, 10:45 un 12.
Man pēc iespējas ātrāk. Tad brauciet ar pirmo 8:15. Labi. Trešais jautājums. Cikos brauks uz upes ciemu? Kā varu aizbraukt uz upes ciemu? Ir 4 autobusi - 8:15, 9:30, 10:45 un 12. Man pēc iespējas ātrāk. Tad brauciet ar pirmo 8:15. Labi. Ну, я думаю, все поняли. Tad brauciet ar pirmo 8:15. А что она сказала до этого? Man pēc iespējas ātrāk. Мне как можно быстрее. Man pēc iespējas ātrāk. Запоминаем это хорошее выражение. 8:15. Нажимаем тогда сюда и идем к последнему вопросу. Да, их всего 4. Kur ir mūzikas skola? Где музыкальная школа? И вот у нас будут направления. Вы помните, как сказать, например, прямо, направо, налево? Taisni, pa kreisi, pa labi. Ceturtais jautājums. Kur ir mūzikas skola? Piedodiet, mēs nekādi nevaram atrast mūzikas skolu. Pāri tramvaja sliedēm un tad pa kreisi. Skaidrs. Paldies! Ceturtais jautājums. Kur ir mūzikas skola? Piedodiet, mēs nekādi nevaram atrast mūzikas skolu. Pāri tramvaja sliedēm un tad pa kreisi. Skaidrs. Paldies! Ну, что у нас было? Pāri tramvaja sliedēm un tad по kreisi. Ну и выбираем по kreisi. Ну вот, собственно, и все. Первое задание выполнено. Баллы вы за него получите. В следующем видео разберем второе.